Михайловна, с вами снова Лейла. И хочу вам показать посылку, которая пришла ко мне от моей подписчицы с семенами. Помните, я сегодня говорю, каждый день летом жаловалась, что у меня не взошли семена укропа. И вот мне Татьяна, моя подписчица, прислала семена укропа. Вот такие вот. Вот. Я вам скажу, что я отсюда еще отсыпала, чтобы посадить. Друзья, их было очень много, но я хочу показать вам посылочку. Дело в том, что, оказывается, я удалила съемку, поэтому показываю. Здесь семян было намного больше укропа. Хочу просто снова показать. Значит, вот такие семена тыквы, их очень много. Вот так вот буду показывать. Вот. Тыква двух видов, большая красная и обыкновенная деревенская. Написала она. Семена очень хорошо высушены. Большое ей спасибо. Они уже 3 дня у меня лежат. Так, еще одни семена тыква мускатная. Вот. Еще тыква. Тыква большая, она пишет. Вот такие вот семена она мне прислала. И прислала вот такую вот кукурузу. Вот. Правда, на посылке немножко рассыпалась. Вот такая кукуруза сладкая для варки по типу бондюэль. Вот хочу вам показать, потому что хочу сейчас посадить чеснок. И немножко укропа тоже посажу. Дело в том, что действительно из-за того, что то, что я снимала, просто сейчас собиралась идти сажать, посмотрела свою, что я снимала. И оказывается, я удалила случайно, чтобы освободить освободить место в своем телефоне. Вот так вот, друзья. Огромное-огромное вам спасибо, Татьяна, за семена. Надеюсь, они у меня взойдут. Самое главное, у меня в этом году не было вовремя семян тыквы, я поэтому не посадила ее. И посажу тыкву. Ну и чуть-чуть попозже я пойду сажать после обеда. Сейчас как раз время обеденное, буду что-то готовить. Вряд ли буду снимать. После обеда посадим с вами чесночок. Сегодня, пока погода хорошая, я решила посадить чеснок. Послала сына, сама не поехала, послала сына за чесноком. Купил мне вот такой вот чеснок, 3 килограмма. На утренний рынок он не успел, на ранний утренний рынок. Уже расходился рынок, когда он поехал. Не то, что расходился, а разошелся. Но я сказала, какой есть, такой купи, потому что каждый день уже, в смысле, уже, наверное, недельку тому назад нужно было бы его посадить. Но, как вы знаете, я не все успеваю, пока разъезжаю. Сейчас я быстренько его разделю на зубчики. Ну, ничего, он такой нормальный. Не очень мелкий, не очень крупный. Ну, какой есть. Сейчас быстро разделю его на эти зубчики и посажу. Друзья, пока еще погода позволяет, еще еще не вечер. Пойдемте. И у меня сегодня, я вам покажу, уже 3 дня лежат семена. Так, друзья, значит, вот, пришла сажать чеснок. Пока я вышла, уже и под вечер встала. Вот такой вот участок мне скопали. Сейчас он мне делает ряды. У меня никогда не получаются нормально рядки, поэтому я попросила сына, чтобы он мне бороздки такие сделал. Вот видите, у него ровненько. Вот Джабраила. Хорошо. Так, разделила я чеснок на зубчики. Ну, надеюсь, успею тут его немного. Сейчас посажу этот чеснок. Видите, вот я принесла укропчик, который мне прислали. И вот лучок немножко посажу. Вот такие вот дела, друзья. Так, ну вот, азан прозвучал уже на намаз вечерний.
Вот столько вот посадила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 рядов получилось чеснока и 2 ряда лука. Уже темнеет. Сейчас Джабраил закроет мне ряды. У меня вот был чеснок, который такой крупных, две головки. Смотрите, какие огромные зубчики. Хочу его тоже посадить. Вон какой зубец. И все, и мы пошли домой. Вот такой вот вечер, друзья. Относительно не холодно. Я, в принципе, даже запыхалась. И теперь немножечко, хотя бы спокойно, хоть немножко на весну посадила. Конечно, для нашей семьи этого чеснока мало. Может быть, еще куплю. Рядов, как видите, у меня тут еще бороздок много. Джабраил наделал. Ну, посмотрим по ходу. Будем живы, как говорится, не помрем. Друзья, значит, сегодня мы будем с вами коптить курочку. Я хочу закоптить и заодно посмотреть, что из себя представляет эта коптильня, которую, ну, может быть, не все видели распаковку. Мне присылал Уральский завод бытовых изделий из города Челябинск. Они, как вы знаете, мне прислали 3 таких вот подарочка. Это одна такая вот эта вот коптильня. Был еще гриль электрический и вафельница. Вафельницу мы с вами уже как бы один раз уже продемонстрировали. Сегодня попробуем в этой коптильне закоптить курочку. Не знаю, изучали мы, смотрели, сын тоже посмотрел. Так, я ее промыла, посмотрела. Но вытираю, но почему-то вот эти вот разводы никак не смогла вытереть. Не знаю, что будет дальше. Так, коробку пока уберем. Значит, из чего состоит? Вот сюда вот должен стекать жир. Сюда вот нужно положить там курочку, колбаску, все, что сюда можно. Здесь есть еще вот такая вот книга с рецептами. Так, есть немножко бечевка, сеточка, это все для колбас. Вот такая вот книжечка с рецептами, что можно. Я тут нашла рецепт курочки крылышек. Ну, из этого же рецепта сделаю из из курочек, из частей курочек. Вот этот рецепт пока такой. Я еще не профи, сами знаете. И будем смотреть, что и как, друзья. Значит, можно вот эти вот части снимать, подвешивать за крючочки. И отдельно одну курочку, прямо отдельно можно нанизать на этот штырь, короче говоря, друзья. Но это все мы будем по ходу понемножечку смотреть. Сегодня я сейчас сначала замариную курочку, а потом мы с вами вернемся и будем это все дальше как бы готовить к копчению. Ну, Каспер учуял, как всегда, курочку, да, мясо, запах мяса. Так, и, друзья, значит, сейчас мы разделаем курочку и замаринуем, чтобы закоптить частями, потому что будем первый раз пробовать на курочке и по частям ее. Как раз купила сегодня свежую курочку, друзья. Ну, иди сюда. Пожалуйста. Так, сначала я ее, конечно, опалю. Теперь мы ее разделаем. Каспер, ты ненасытная утроба. Ну, конечно.
сделаем ее на части. Рушничкой промоем. Каспер! Ну, давай я тебе немножко еще дам. Ну иди сюда. Так, девчонки, посмотрим, будем ли мы есть копчености. Может, тебе всю курочку отдать? А, Каспер? Ты ненасытный, а? И вот так вот вместе с ней. Вот, записывала, что мне нужно купить, когда пойду в магазин. Магазин посуды. Надо записать. Мне нужен топорик. Тензила мой забрала, я никак не куплю себе. Быстренько помоем и замаринуем. И вот, друзья, приготовим теперь маринад. Курочку я помыла. Значит, в книге, вот где как написано коптить куриные крылышки, я по этому рецепту решила сделать курочку. Значит, что мне нужно? Тут у меня 2 литра воды, а вот на литр воды тут сказано, но у меня 2 литра. Значит, 3 ложки соли. 1, 2, 3. Это у меня на 2 литра. Теперь лимонного сока 3 столовых ложки. Здесь 6 столовых ложек у меня. Немножечко горошин перца. Так, лавровый листик. Несколько лавровых листиков. Все это теперь тщательно перемешать, чтобы соль растворилась. И нужно, как тут написано, на 5-6 часов оставить в этом маринаде. И потом уже коптить. Он уже сдвинут. Я записывала. Есть. Все. И оставим на 5-6 часов. Потом будем готовить. Есть, но если уж ломать. Ну, пусть сколько когда будет. Так, ну, друзья, вот курочку я уже как бы с курочки слила воду, маринад. Сначала. Говори. Так, с курочки я слила маринад уже, подготовила для того, чтобы сюда ее положить. Для того, чтобы начать копчение, нужно эту щепу сначала минут 10 замочить в холодной воде, потом разложить на тряпочку, чтобы вышла вода. Это мы уже сделали. И теперь нам нужно эту щепу высыпать сюда. Разложи. Вот так вот. Теперь мы уложим наши части нашей курочки. Моська, только не для тебя. Вот так вот. Так. Как я сказала, жир будет стекать вот сюда вот.
Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и вот. Все, дальше мне поможет Джабраил. Сейчас накроем крышкой. Вот эта вот трубочка, шланг, как он называется, я не знаю, шланг, наверное, прикрепляется специально, чтобы отсюда выходил дым. И его нужно или в форточку, или вытяжку куда-то направить, чтобы в комнате не было дыма. Так, ну и вот мы сейчас поставили его на огонь, коптильню нашу. Пока на сильный огонь, а потом сделаем на медленный, на средний. Тут написано, и написано, что если частями курочка, то минут 40 ей хватает, 40-50. Ну, посмотрим. Так, вот термометр. Друзья, у нас ремонт, как вы знаете, так что не обращайте внимания на наши стены, только на коптильню. Дело в том, что я и так долго задержала, не делала обзор коптильни, поэтому приходится вот так вот среди ремонта все это делать. Со вспышкой гигантской. Ой, друзья, ну, поздороваюсь в этом ролике еще раз, наверное, доброе утро. Вчера мальчики без меня закоптили эту курочку, но, конечно, наверное, у нас пошло что-то не так. Потому что, видите, слишком черная. Значит, скорее всего, наверное, мы положили много щепы, мне кажется, потому что я попробовала мясо. Вот в этом окорочке не так. Здесь вкусное очень, потому что, видите, не очень-то закоптилось дымом. А тут, где вот побольше дыма, пока еще чуть-чуть, мне кажется, горчит все-таки. Не кажется, а горчит. А так вкусное очень. И прожарилась уже, ну, приготовилась. Поэтому надо учиться коптить в этой коптильне потихонечку. Будем учиться с вами, я буду вам показывать. Извините, что жую. А так очень вкусно, но, наверное, может быть, скорее всего, нужно будет прочитать, посмотреть везде. Чуть-чуть, наверное, меньше щепы надо было положить, чтобы не было так много дыма. Друзья, ссылку я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Но мы еще будем пробовать, смотреть, а так вроде бы нормально. Мне понравилось, вкус мяса тоже понравился. Сами знаете, что для меня это первый раз, никогда в жизни этого не делала. Поэтому немножко, конечно, для меня это в новинку. Но будем искать, что и как, чтобы вот так вот не было черным. Сверху кожица, видите, слишком черная. Я показываю, как есть. Вот, смотрите. А так вроде бы ничего, вкусненько очень. Все, будем смотреть, будем пробовать. Идей очень много. Особенно мы хотим коптить курдюк, если у нас получится, потому что у меня мальчики его любят. И как раз в эти простудные дни, месяцы, холодное время года, курдюк очень нужен. Его даже рекомендуют есть. И мы каждое утро понемножечку хотя бы как бы для профилактики по кусочку, как лекарство едим его. Вот так вот, друзья. Ну все. Вот такой вот коптильный аппарат у нас, который называется «Аромат». Это подарок для меня, как вы знаете, еще раз повторюсь, от Уральского вот, завода бытовых изделий. УСБ как бы. Вот так вот.